Стратегическое видение процесса климатического планирования в Кыргызстане. Во-первых, это отражение в документах в вопросах изменения климата, включающих митигацию, адаптацию к изменению климата. Это отражение ключевых климатических рисков и угроз и мер по борьбе с ними. Далее, мы должны иметь очень четкую, понятную систему ключевых показателей эффективности. Это наличие количественных показателей, увязка системы показателей с целями устойчивого развития, транспарентность процедур сбора и предоставления данных. Мы должны, планируя климатическое финансирование, обеспечить механизм реализации. То есть это наличие отраслевых планов, программ, стратегий с интегрированными в них вопросами митигационного, адаптационного планирования. Ну, переводя на человеческий язык, это означает, что каждая отраслевая программа, которая у вас будет разрабатываться, надеюсь, с этого года, она должна включать абзац, пункт, страничку, табличку, посвященную инструментам климатических финансов, включающую этот элемент. То есть вы должны на министерском уровне уметь это делать и знать, как это сделать. Включайте туда уже подписанные проекты международной технической помощи, включайте туда ваши проектные идеи, которые вы обсуждаете с партнерами и донорами, они будут рады это видеть. Включайте всегда те перспективные изменения, которые вы хотите видеть. Наконец, должны быть обеспечены источники финансирования. Мы неоднократно уже сегодня показывали, что формируя такого рода план, у вас должно быть расписано, будете вы привлекать гранты, займы от кого, какие рыночные механизмы вы будете задействовать для того, чтобы этот ресурс мобилизовать. И, наконец, межведомственная координация. Это ключевой вопрос, потому что, к сожалению, каждое ведомство очень хорошо знает свою собственную историю и сферу регулирования, но с точки зрения климатических финансов далеко не все транспарентно, что делают другие ведомства и как они раскрывают информацию друг другу. Поэтому этот вопрос координации, он должен быть принципиально важен для выстраивания взаимодействия. Далее. У нас есть 5 уровней финансового планирования. Мы должны обеспечить эффективное планирование климатических финансов на национальном уровне, на региональном уровне, на отраслевом уровне, на уровне компаний и на уровне домохозяйства. То есть не бывает такое, что климатические финансы – это исключительно история там на государственном отраслевом уровне. У нас в любом случае появляется региональный отраслевой аспект и микроуровень, уровень компании и уровень домохозяйства. Вот почему регуляторы, партнеры должны исходить из того, что эффективный дизайн системы климатических финансов – это вот такая вот там звездочка, человечек, чебурашка, я не знаю что, но вот такая вот примерно картинка. Коллеги, у нас снова пульт не работает. Вот так. Процесс оценки необходимости совершенствования нормативных актов. На что важно обращать внимание? У нас есть 3 уровня, несколько уровней, вернее, измерений. Есть уровни национальных нормативных актов, будь то закон, кодекс, отраслевые подзаконные акты, и есть сектора. Наша задача состоит в том, чтобы все ячейки этой матрицы перевести в зеленую зону, исходя из тех вот пробелов, которые мы сегодня идентифицировали с вами, когда рассматривали национальное и отраслевое законодательство. То есть эта тема, она должна сквозным образом проходить через все нормативно-правовые акты, подзаконные акты. Причем не надо это изобретать с нуля, все уже придумано до нас. Смотрим рекомендации, которые разработал НГИК, смотрим рекомендации доноров международных финансовых организаций, смотрим базы данных зарубежных нормативных актов и оттуда берем, инкорпорируем лучшие практики после того, как мы решаем, что они у нас будут работать. Поэтому это вам сэкономит огромный ресурс времени. Коллеги, следующий слайд переключите, пожалуйста. Процесс планирования климатических финансов, он будет идти сверху вниз, от целей и задач планирования к доступности исходных данных на национальном, региональном, секторальном и корпоративном уровне. И здесь у нас очень большой пробел в Кыргызстане. Мы разговаривали с Банком развития по этим вопросам, и надо четко понимать, что 50% успешности реализации климатических проектов – это то, что у вас должны быть многоуровневые данные, специализированные данные, которые сейчас не покрываются никакой статистической информацией. Вы должны иметь по каждому общественному зданию
детальнейший профиль энергопотребления, когда какие меры были реализованы. Вы должны иметь по каждой заповедной территории, по каждому сельхозугодию детальнейшие кадастровые данные для того, чтобы планировать, что можно сделать на данном участке. Вы должны иметь по каждому водохозяйственному бассейну страны детальные гидрологические данные, вы должны иметь климатические прогнозы, сценарии, оценки уязвимости. То есть процесс климатического финансирования, о чем Александр сегодня говорил, он во многом зиждется на хорошей научной экспертной базе, которая у вас должна быть. То есть вы должны готовить эту информацию как преамбулу для последующего структурирования проектов. И по своему опыту я могу сказать, что когда эта система информации выстроена хорошо, вы экономите месяцы, а иногда годы на подготовку проекта. То есть мы сами делали проекты, где нам надо было по 700 зданиям собрать данные, мы их собирали полгода, наверное. А когда в другой стране мы посмотрели, как это делается, то мы увидели, что если бы у нас был такой инструмент, мы бы их собрали все за неделю, отработали. Вот почему скорость подготовки такой информации имеет критическое значение, и это информацию, которую у вас будут запрашивать и ваши банки, энергосервисные компании, и ваши международные финансовые организации. Поэтому регулятивно ключевой вопрос, над которым вы должны работать уже, это создание транспарентной инфраструктуры первичных данных по проектам. Вот в лоб сразу вы должны иметь на выбор сразу все площадки, где вы хотите разместить возобновляемые источники энергии. Вы должны шагом километр на километр территории страны иметь потенциал там, возобновляемых источников энергии, энергии биомассы. Вы должны иметь детальнейшие карты инсоляции, где какой проект фотовольтаики может быть окупаем. Вы должны иметь детальнейшие планы устойчивой городской мобильности, чтобы смотреть, где какой проект по электрификации транспорта вы можете реализовать. Вы как обязательный элемент должны иметь базы данных по всем общественным зданиям, которые у вас есть в стране, которые вы хотите потенциально подвести под револьверный фонд или энергосервисный контракт. Вот каким образом уже сейчас вы можете эту работу вести в партнерстве с международными донорами. Они вам помогут сделать соответствующую, очень трудоемкую, ресурсоемкую, но совершенно важную задачу. Далее, мы должны четко понимать потенциальную емкость рынка для климатических финансов. Сегодня мы показали подходы, как это можно сделать. Мы должны иметь очень четкое профилирование финансовой инфраструктуры Кыргызстана. Мы вам показали там, пример упражнения, которое мы сделали, посмотрели кредитный портфель банков, посмотрели их риск-профиль, посмотрели ресурсную базу банков. То есть вы должны понимать, готов ли финансовый сектор работать с этим инструментарием. Наконец, мы должны очень четко определиться с методологией планирования в разрезе секторов, горизонта планирования, там, систем целевых показателей, критериев. Мы должны выбрать и детально таргетировать приоритетные инструменты для каждой отрасли. То есть у нас есть больше десятка инструментов, и вы увидите это сегодня, которые мы считаем перспективными потенциально. Но эти все инструменты не будут работать во всех секторах. Для энергетики один инструмент, для сельского хозяйства другие, для водного хозяйства третий. И, наконец, мы должны иметь четкий, понятный план регулятивных изменений и план реализации всего того счастья, которое мы придумали. Поэтому это долгий, итеративный процесс. Повторяюсь, вот наши целевые индикаторы согласно НУА. Когда вы пытаетесь понять, сколько нам надо денег, ориентируйтесь, пускай на первичную, но тем не менее, редакцию АНО. Вот где мы найдем 10 миллионов. Вот это под каждый сектор вы берете и дизайните национальные финансовые продукты, которые здесь могут быть придуманы. Потому что, к сожалению, каждая тонна сокращения выбросов парниковых газов, каждое адаптационное мероприятие, оно стоит денег. Наша задача состоит в том, чтобы примерно получить вот такую вот картину. То есть сбалансированные источники внутреннего финансирования, международные источники. Так, где у нас внутренний источник, мы должны иметь средства государственного бюджета, отраслевые инвестпроекты, отраслевые программы и стратегии, субсидии, инструменты поддержки, кредиты банков и плюс новые инструменты, те же налоговые стимулы, зеленые облигации, инструменты снижения рисков для инвестиций и так далее. Когда мы говорим для частной инвестиции, мы должны понимать, что у нас должна быть ниша для прямых иностранных инвестиций, кредитов частных банков, механизмов государственно-частного партнерства, углеродного финансирования там, где это уместно, климатического страхования.
Когда мы говорим про международные источники финансирования, мы должны понимать, что у нас есть не все доноры, с кем мы сейчас работаем по линии грантового финансирования. Мы можем расширить этот перечень. И мы можем усилить проект портфелей там, работы с международными финансовыми организациями, агентствами, мобилизуя ресурсы крупных структур под крупный проект. То есть в любом случае это долгая системная работа на годы вперед, но как нам кажется, что определенная работа в этом направлении уже сделана, и в принципе того же самого принципа можем придерживаться. И вот, наконец, слайд. Один из важных ключевых завершающих слайдов, на котором мы сегодня хотим сделать акцент, это приоритетные инструменты климатического финансирования в разрезе секторов. Что мы делаем? Мы имеем матрицу. По вертикали это отрасли, например, энергетика, возобновляемые источники, энергоэффективность, промышленность, сельское хозяйство, водный сектор, транспорт, сектор чрезвычайных ситуаций, ЖКХ, социалка, города, домохозяйства. А стройки это у нас идут определенные инструменты финансирования. Это энергосервис, это системы торговли выбросами, это зеленые облигации, фонды гарантий, револьверные фонды, климатическое страхование, зеленый лизинг и ипотека, льготное кредитование, бюджетные финансы, кредиты МФО и гранты доноров. Какой источник мы должны выбрать? Все. Вопрос в том, что для данной конкретной отрасли эффективным будет определенный пул инструментов. В других отраслях он работать не будет. Например, с элементом зеленых облигаций мы сможем эффективно работать по проектам в энергетике, ИВИА, в промышленности, в транспорте и проектах, связанных с городской инфраструктурой, когда город будет выступать под правительственной гарантией, например, заемщиком в ряде случаев. Касательно зеленого лизинга или зеленой ипотеки, зеленая ипотека будет работать исключительно в секторе домохозяйств. Когда мы говорим про климатическое страхование, у нас есть приоритетный сектор сельское хозяйство. Больше в других секторах оно вряд ли кому-то понадобится. Когда мы говорим про энергосервис, у нас будет основной сектор, это ЖКХ и социальная сфера. Вот там вот обеспечена будет максимальная эффективность данной бизнес-модели и так далее и тому подобное. Теперь наша задача состоит в том, чтобы приземлить эти все инструменты, разнести по времени. Когда объективно что мы можем сделать? И мы здесь разработали определенное видение. Да, то, что мы можем сделать краткосрочно в период до 3 лет, то, что мы сделаем в среднесрочный период там, от 4 до 6 лет, это то, что мы можем сделать долгосрочно от 7 до 10 лет. Причем то, что мы можем, это зависит не столько от внутреннего и не только от внутреннего контекста Кыргызстана, но от внешнего окружения, от объективной готовности партнеров финансовых, от степени развития как бы экономики страны, структурных изменений экономики и так далее. Итак, наши краткосрочные планы. Что мы должны делать в краткосрочном периоде? Однозначно, это развитие инструментов энергосервиса, кредитование инструментов кредитования и поддержки домохозяйств для того, чтобы они занимались энергоэффективностью. Это однозначно в партнерстве с международными донорами фонды гарантий. Это однозначно, где можно, где уместно, опять же, в секторе повышения энергоэффективности, револьверные фонды. Для ряда промышленных предприятий и секторов можно поработать с льготными программами кредитования. Наконец, зеленый лизинг, зеленые облигации и кредиты международных финансовых организаций и грантов. То есть, опять же, зеленый лизинг, он будет уместен для ряда проектов, связанных с экологическим транспортом, с электрификацией транспорта. Зеленые облигации, они хорошо сработают на крупных инфраструктурных проектах, где вам надо там, от 10 миллионов долларов и больше быстро мобилизовать и вбросить в проект. И кредиты МФО гарантии, никто их не отменял. Это тот наш традиционный продукт, который приносит основной удельный вес зеленых денег, климатических денег в экономику страны, поэтому мы его должны всемирно развивать. Повторяюсь, мы можем удвоить, по нашим ощущениям, те ресурсы, которые мы привлекаем, особенно в грантовой форме. Если смотрим на среднесрочный период, то здесь появляется в дополнение к тем инструментам, которые у нас есть, климатическое страхование в сельском хозяйстве. Мы также можем посмотреть, каким образом мы сделаем супер-эско региональные эско-проекты и зеленую ипотеку, потому что не все там просто. И, наконец, система торговли выбросами, углеродное налогообложение, климатическое страхование в секторе энергоэффективности, как вот опции инструментов, они будут делаться в достаточно длительном периоде, до 10 лет. Вот так это разносится все.
Не все инструменты здесь упомянуты. Как бы важно понимать то, что это подход, который показывает объективные барьеры, которые у нас есть, и то время, которое объективно в условиях Кыргызстана может потребоваться на то, чтобы их снять законодательно, пилотирование, партнерство, структурирование новых проектов с международными финансовыми организациями и так далее. То есть, словно говоря, если нам нравится тема суперэска, надо понимать, что мы ее не сможем сделать с нуля. Нам надо длительное кредитное соглашение с Международным финансовым институтом, а это позволит нам только в среднесрочной перспективе реализовать такой проект. Вот таким вот образом будет выглядеть наши планы и видение перспектив развития климатической